вот он приговорит и пункт. И пятый пункт. Шариатские суды и Верховный шариатский суд распускается от печаток и решения. Это хамбадек диш. И дакка хабаш дуч нахта боулер. 2001 году таволер вахабит шдош алваштаг. أسبق ديتشا سو دال عوجل كأكا تسون حلق بيروت سون هنزيغا تسوغين أحفار تعالي قد حاندا سو ويرن قوير شواترس سو بسا ويرن قوير شخيج أزدال سوج زدش بسا يم سوج دير در بسا سو ويرن قوير شخيج أود دال قويلتي دال نتختي بسو ويرو سين مسقالة دردون هم غير دوزي سون تغلا تسوغين أحفار سون دال أس أيحظ Aldeşler vaqabis çıka olur, üç huyu olur, asindi boğ, bağabaq boğur du terviyen vaxtlarına zıqıyor. İşler ihum. Vaytağına sa lje patriote erduk as luçun khazaqiyat, luçun khalaqiyat iz. San gıynah deli peyğmerad şaram dir dervay. Har al diyez boğçan. Şama Ahmad ajin dogdo duxtiş третий дар четвертый дар это выступление дагдон асвек делла таншин баттын мугна махкар давал что ави анда дагдон Ахмад дагдон سو حاشیه مفتی اون شلات نه مفتي وغا سنتع بلان ياتر احمد عايش سو ديبوتات ويترو طبعا بيترو دي وشول هو يعني كوميتي ريليجي هون اذا لوريو كروش вообще духовно все а вообще бог бирбат Ахмад аж сон дел дошлар إذا وين تطيح حاج دقتي أنا وين إيش نستلهم در ريت خير غير دوز طبعا هم عطوه سؤال شنو غاز قيمة ديشي ما قردوش غاز قيمة شلون تقول عسولي تبيش عن عربو تبيش عن دار прокурор вот وين Султан это последнее заседание нашего правительства Ичкерии. أحاول представлять их. Что да, она прокурор республики. Да, что прокурор республики. Корреспондент НТВ по Чеченской республике. Ну, с фамилией да цивилизация у нас, да. Ну, по всей вероятности, да, если я не ошибаюсь, Тейпен Бинуварс. Среднего роста, рыжеватый, обухен возраст, да. А что хаттер? Он спросил у нас, у меня, у султана. Масхадов своим приказом приговорил Ахмед Хаджи Кадырова к расстрелу. Салман, ты возбудил в отношении его уголовное дело? Вел следствие в отношении его. В отношении его вел ты следствие. И у султана он спросил, султан, ты рассматривал такое дело? Я говорю, мы дело в отношении Ахмед Хаджи не возбуждали, следствие мы не вели. Ахмед Хаджи я знаю несколько лет. Я с 92 по 94 год работал министром внутренних дел. Хорошо знал Ахмед Хаджи. У нас были очень замечательные отношения. И вкратце, без преувеличений. Здесь, правда, люди занимаются словоблудием. Но это не в моем характере, Рамзан. Это не в моем характере. Я никогда не занимался словоблудием. Я прекрасно знал Ахмед Хаджи. У нас были замечательные отношения. Ахмед Хаджи был очень яркая личность. Человек искренний, мужественный, решительный. Он был хорошо образован, обладал замечательным интеллектом. Когда я и султан мы узнали, что он возглавит республику, мы этому корреспонденту сказали, что Ахмед Хаджи обладает замечательными качествами. Он только в этой ситуации может быть и лидером нации. Он может спасти нацию от физического самоуничтожения. Ахмед Хаджи действительно сделал правильный выбор. Это несколько слов. Начиная от шейха Мансура, чеченцы воевали, ориентируясь на Турцию. Что Турция нам поможет построить самостоятельное государство. Турция нам оказывала помощь только для ведения войны против России. Но для строительства национального государства помощь они нам не оказывали. Из-за Турции нас выселяли. Да, во времена Жахара начальником генштаба турецкой армии работал был Исхан Кунтхаджи, я эсет варса гварс.
Он нас предупреждал. Не вздумайте конфликтовать с Россией. Мы, Турция, по мощи, по военной мощи, 4-е государство в мире. Мы с Россией не конфликтуем, считаемся с мнением России. Слово в слово. Когда мы узнали, что Ахмед Хаджи решил возглавить республику, я был уверен, что он справится с этим, со своими обязанностями. Был уверен, что он сделал правильный выбор. Это был мужественный выбор. Такой выбор мог сделать человек только мудрый. До него никто из наших национальных лидеров не сделал такого выбора. Еще несколько слов я скажу. Когда я вышел на работу, я вышел в феврале 99-го года на работу прокурором республики. До меня работавший до меня прокурором республики ваххабиты сторонники ваххабизма зашли ко мне в кабинет, избили его. Да, Сербиева. Парламент был вынужден освободить его. После него назначили исполняющего обязанности прокурора другого человека. Его они задержали на Урс-Матанском перекрестке, держали в Урс-Матанского ровода, избивали до тех пор, пока он не сказал, что в республике действительно действует власть ваххабитов. Власть масхадов в республике не действует. Все это было записано. В республике работал телеканал «Кавказ». Это был телеканал Удугова. По этому телеканалу передали эту запись. Потом Ахмед Хаджи меня предложил, мог бы я заняться этим телевидением «Кавказ», чтобы прекратить деятельность этого телеканала. Я говорю, хорошо, я составлю мотивированное исковое заявление, направлю в суд, шариатский суд. Тогда султана в суде не было. В суде тогда работали ребята из Курчелы, кажется, бывшие ученики Ахмед Хаджи. Ахмед Хаджи говорит, они рассмотрят это дело, только лишь бы ты направил исковое заявление. Я исковое заявление направил, они его рассмотрели, вынесли решение о прекращении деятельности этого телеканала «Кавказ». После этого действительно это телевидение перестало работать. В республике сложилась неуправляемая ситуация. В республике действовали члены незаконного вооруженного формирования. Они занимались хищением людей, занимались хищением нефтепродуктов, занимались совершением тягчайших преступлений. И в то же время у нас в следственном изоляторе, то ли в тюрьме, под стражей содержалось всего несколько десятков человек. Не работали. Республика находилась на грани гражданской войны. Потому что вот эти незаконные вооруженные формирования терроризировали население. Вспышки гражданской войны вспыхали то в одном населенном пункте, то в другом населенном пункте. Я помню, в Бамуте был такой случай. Глава администрации Бамута заметил, что под навесом стоят на привязи люди. Хайхароев и Тачиев днем их заставляли строить дома, а на ночь привязывали, как рабов держали. Он и другие активисты села решили освободить их. На этой почве между ними произошла драка. Во время драки погибло несколько человек. И таких случаев было очень много. Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, что в тот момент ни одна властная структура не работала. Эти сторонники ваххабизма, они выдавали себя сторонниками ваххабизма, они мешали становлению исполнительной власти. Определенности не было, да, определенности, да. То шариатское государство или светское у нас государство? Не было. Мы неоднократно выступали, на совещаниях выступали. Об этом вот свидетель Магомед есть, и другие есть, Дадалаев есть. Я ставил вопрос перед президентом. Давай, говорю,